что происходит и какие, какие с этим связаны тренды и тенденции. Ну вот здесь вы видите, тренд связан с изменением глобальной температуры. Вот, и вы видите, что по всем сценариям, что в Кыргызстане она будет повышаться. То есть были во втором национальном, в первом национальном сообщении был просчет сценариев. Вопрос только, сколько это будет градусов. Вот, но при любом сценарии повышение температуры присутствует. И соответственно, к этому надо готовиться и представлять себе меры. Главное, что мы, как вот экологическое движение, считаем о том, что климат, неважно, он там холоднеет, теплеет, важно, что он дисбалансируется, то есть идет явная дисбалансировка. И вот эта дисбалансировка, она по-разному будет отражена для разных регионов, что мы можем увидеть на следующем слайде. Вот обратите, пожалуйста, внимание, да. Что был расчет второго национального сообщения. Здесь мы просто графически это выразили для наших разных областей, что будут по каким, то есть стрелочки, которые указывают вверх, соответственно, это увеличение, нейтральное стоит, и вниз, уменьшение того. Но, что у нас самое главное, что повышается температура, то есть предполагается по областям, соответственно, будут изменяться осадки, да, а для нашей аридной зоны это совершенно жестко. Да, то есть это опасная ситуация. Конечно, наши горы как-то это смягчат, и разные горные области по-разному отреагируют, но обратите внимание, что на юге, в южной области предполагается, что осадки исчезнут. И сегодня уже многие все говорили о том, что будет уменьшаться площадь оледенения, да, и мы сегодня уже видим это, и это происходит в Таджикистане, у нас, то есть, соответственно, будет изменяться сток воды. Вот. И получается, что самое интересное здесь, что на какое-то время наши реки станут полноводнее, да, там 20-50 лет по разным прогнозам, а потом все, воды не будет, это будут сухие каналы. То есть, вот, собственно говоря, самое главное, почему мы про это говорим, что прогностические сценарии заставляют наши политики двигаться в сторону анализа и выработки таких стратегических решений, которые как-то компенсировали бы эти потенциальные риски, которые мы здесь видим. Ну, здесь у вас подробнее можно посмотреть, я не буду описывать дальше, по поводу урожайности культуры и так далее, там прогностические вещи тоже по-своему отреагируют все сектора экономики и развития, но тем не менее, важно, что климат, мы тоже считаем, что как у нас и говорится во втором сообщении, сейчас в третьем мы уже, наверное, это более более тонко увидим и посмотрим, какие сектора, как это происходит по секторам, но тем не менее вопрос ясен. Что у нас предлагается? Ну, здесь в целом просто картинка, которая покажет, что можно делать. Я взял, то есть, те вещи, которые, ясные, что это и митигационные, и адаптационные стратегии. Но, с одной стороны, сохранение естественных экосистем, слава богу, они есть у нас еще в стране. С другой стороны, что мы разработали методологии модели озеленения, не просто озеленения, а озеленения местными видами, да, то есть когда сохраняется местный генофонд, и он таким образом включается как в адаптационные механизмы, так и в митигационные механизмы. Вот, мы говорим о том, что надо совершенно другую систему работы с мусором, в частности с органикой, потому что именно органика тоже вносит свой большой вклад в выброс углекислого газа, то есть целые меры связаны с этим. И как опять же, меры и митигации, и адаптации. Вот. Но при этом мы говорим о том, что надо работать с врачами по поводу того, что население из-за того, что климат будет меняться, будут появляться новые вызовы, и врачи должны уметь на них реагировать, но это вот и лекарства и подготовка врачей. Но самое главное, и на чем я сфокусирую основную часть своей презентации, это использование возобновляемых источников энергии и меры энергоэффективности. То есть это центральное звено всего адаптационно-митигационного вот этого механизма. То есть если мы будем меньше жечь, да, то мы будем лучше жить. Вот, наверное, такая у нас пословица. Как здесь коллега уже говорил о том, что действительно без нефти мы можем прожить много, а без воды и климата сколько выживет, да? То есть вот это я тоже прям
себе взял и подумал, что даже никогда так в эту сторону не думал. Но мы совпали вот в наших вещах. И вот что, значит, надо сказать про страну. В стране большой потенциал для возобновляемых источников энергии. Наш профессор Абозов сделал вот такой расчет, да, это интенсивность солнечного сияния в Кыргызстане. И вот вы видите, что практически круглый год у нас есть солнышко. Да, то есть, соответственно, круглый год мы можем использовать солнечные, всю солнечную механику, которая производит энергию или которая энергию, значит, там, нагревает воду или делать электричество. То есть мы можем пользоваться этим источником энергии. Вопрос в том, что пока, наверное, не очень хотим. Вот, значит, что здесь? Вот уже даже расчеты тоже, значит, Академии наук, что потенциал Кыргызстана оценивается, цифры от 11 до 16 миллиардов киловатт-часов в год, эквивалентно значит, 19 979 тысячам, да, то есть что может вот на такие огромные суммы, да, то есть вот 55 486 тератонн пересчет на угольный эквивалент. То есть это очень серьезные цифры, которые мы могли бы достаточно, серьезно апеллировать. Вот. И еще огромный подарок свыше, то, что в Кыргызстане есть гидроэнергия. У нас есть те реки, которые не будет, но пока, правду говорю, чуть. Значит, потенциал гидроэнергетики, он тоже очень сильно присутствует в стране. И мы считаем, что его тоже надо использовать. Теперь я хочу показать проблемные зоны. Ну вот обратите внимание, как мы топим. Да, то есть это вот очаги, то есть мы рубим деревья, да, соответственно, тут нечего говорить про энергоэффективность, да, то есть это значит, мы жжем газ, мы рубим деревья, и практически вот мы, если делать съем дома, то вот он красный еще краснее, то есть это теплоснимок дома, когда, значит, идет теплопотеря. То есть теплопотери огромные. Более того, можно сказать о том, что если провести сравнение, вот даже на сегодняшний момент между Европой и нами, то здания в Кыргызстане потребляют от 320 до 690 киловатт в час, да, то есть на метр квадратный. И это наши коллеги из Юнисон делали измерения, но разница в том, что в школы сегодня в Норвегии даже не самые лучшие с точки зрения энергоэффективности, то есть потребляют, смотрите, в 3 раза меньше, от 134 до 175. Вот такая разница, да, то есть уже в самой системе. И что у нас был, конечно, кризис, то есть периодически мы наступаем на энергетический кризис, и обратите внимание о том, что тип отопления в публичных зданиях: централизованное, котельное, печное, нет отопления, электрическое. Ну, то есть, смотрите, 54% котельной. То есть вот потенциал к нашему перестройке и то, что коллега говорила про НАМО, и вообще к перестройке системы энергоснабжения. Мы на это не обращали внимания. Что теперь сказать про нормативную базу? У нас есть сегодня достаточно, расширенная, введенная нормативная база. Я сейчас не говорю о том, что мы являемся стороной конвенции, и она уже сама по себе заставляет нас менять. Я только собрал те законы, которые регулируют пространство энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников внутри страны. Это закон об энергетике, закон о энергетическом сбережении, об возобновляемых источниках энергии. У нас есть элементы в планировании городов, у нас есть программа энергосбережения 2015 года, и вот про СНИПы. Про СНИПы отдельный вопрос, потому что здесь как раз мы работаем, и на ряд проектов, в том числе ПРОН, очень сильно работал, то есть и техрегламенты, и СНИПы разработаны по энергоэффективности. Вопрос другой, что пока они еще не являются достаточно действующими. Но я хочу ваше внимание обратить на один очень интересный закон, который сделан, значит, в 2011 году. Наш Джокрук Янеш принял закон о энергоэффективности зданий. Как это связано, почему на этом собрании говорю о нем? А потому что этот закон был, во-первых, принят с непосредственным участием неправительственного сектора, то есть мы очень сильно работали в этом, это вот роль и взаимодействие гражданских инициатив, да? Но еще важно, что оно было сделано с нормами европейской директивы по энергоэффективности зданий. И это позволило и уже Европейскому банку, насколько мы понимаем, и другим донорским институтам двигаться к нам. Но
вот у нас еще также сделана национальная энергетическая программа, план строительства и правила строительства приемки. Отдельно хочу обратить внимание на то, что совершенно удивительно в прошлом году выступила страна на мировой арене. Мы сделали, значит, некоторый вклад в то, что сказали о том, что страна переходит на зеленую экономику, и увидели это. И сейчас у нас принята стратегия развития, как она называется, стратегия устойчивого развития Кыргызской республики до 2013 года, и сейчас под нее разрабатывается до 2017 года план, значит, активности. Да? Вот. Ну, то есть есть нормативная база, и это хорошо и здорово. И вот очень важный момент, который здесь, я хочу еще один сказать, по уровню взаимодействия с гражданским сектором, это вот инициативная энергоэффективность, значит, инициатива прозрачности топливо-энергетического комплекса Кыргызской республики. Это еще началось с предыдущего президента Розы Атунбаевой, и сейчас, значит, это поддержана, значит, инициатива прозрачности помогает нам увидеть, значит, и, ну, как бы, участвовать в системе принятия решений в отношении энергетики. Но, значит, мы хотели бы показать, что для экологического сообщества вот, вопросы энергоэффективности, они прежде всего связаны не только с улучшением жизни людей, что несомненно важно, а с тем, что мы, вот, имея все эти уровни, значит, управления, да, то есть как бы, управление на уровне государственного менеджмента, местные уровни управления и местных сообществ, мы очень сильно своими значит, вот, не совсем верными энергодействиями нагружаем окружающую среду. И на что мы считаем, что очень важно, правильно, что в результате нашего действия, значит, то есть мы снижаем именно эту степень воздействия. То есть в результате наших программ и деятельности оно улучшается. То есть получается, что вот, ну, мы так условно изобразили, что вот эти вот стрелочки сейчас у вас на глазах из красненьких станут зелеными, да, видите? То есть мы как бы, собственно говоря, это центр нашего как бы подхода, да, то есть мы думаем, что это самое главное, да, и тогда как бы среда выясняется и благоприятствует, и климат, мы надеемся, будет как бы лучше. Вот, значит, скажу, что буквально несколько, сейчас будут красивые картинки, просто скажу, что самое главное, что я хочу показать, что мы буквально делаем в этой области, и что самое главное, что сегодня надо начать, самыми сильными потребителями являются именно домохозяйства, причем домохозяйства в селах. И мы считаем, что именно помимо того, что мы принимаем большие программы и энергоизменения, нам нужно работать и на этом уровне, и в том числе вот по и планам НАМА, и по планам другим, значит, вот на уровне домохозяйства. Просто несколько примеров, чтобы вот было ясно, что мы делаем, что можно делать. Почему выбрал проект Шпары? Потому что это значит, проект по энергоэффективности реализуется более 10 лет во всех странах, значит, Центральной Азии и даже СНГ. То есть это, надо сказать спасибо норвежскому правительству, да, то есть и, значит, инициативам периодически Европейского Союза и, значит, вот, немецкого правительства, которые помогают нам реализовывать эти меры по энергоэффективности на местах. Ну что мы делаем? То есть смотрите, значит, уже разработанные сегодня в ряде пилотных сел есть планы энергоэффективности. То есть сами люди знают, как им утеплять, как использовать, значит, энергоэффективные вот эти солнечные установки, что делать. И посмотрите, то есть как замечательно гендерный аспект представлен, то есть с удовольствием как бы люди на это идут. Мы считаем, что надо внедрять это и дальше, то есть когда сами сообщества разрабатывают собственные инициативы по энергоэффективности. Значит, ну вот они их реализуют. Что они делают? Значит, усиливаются, ставятся всевозможные инструменты сохранения, значит, энергии, значит, использование альтернативных источников в виде вот солнечных печей, сушилки и вот фотовольтажные установки. То есть все замечательно. Значит, сами люди готовы строить, значит, вот мы практически семинар делаем по строительству печей, бочек из подручного материала. Это тоже очень эффективно и достаточно хорошо действует. Другой вопрос, что не широко представлено. Ну и самое простое, это утепление окон в школах, дома. То есть как бы надо утеплять окна, двери, это как бы по энергоэффективности. Вот обратите внимание, замечательные технологии солнечных теплиц, которые работают и летом, и зимой. Специально обратил на это внимание. Для нашего региона это очень хорошая практика адаптации. Конечно, надо обратить отдельное внимание на микрогэс, которые установлены сейчас вот, благодаря проекту ПРООН, и мы думаем, что это очень перспективно. Да, это вот показано в каких селах и где сделано.
Еще очень интересный момент – это перестройство старых печей на более энергоэффективные. Кого интересно, буду более подробно рассказать. На что хочу обратить внимание? Нужно пропагандировать и двигать эту информацию. Вот, и проводить информационные кампании. Теперь просто остановлюсь на двух рекомендациях, то есть у меня их много, да, то есть о том, что надо технологии используем ВИА, то есть они есть в презентации, можно обратить внимание. Я хочу сказать про две последние. Это, с одной стороны, имплементация механизмов реализации этой европейской директивы по энергоэффективности зданий. Я призываю вот, столь высокое собрание включиться и помочь нам это хорошо сделать, чтобы мы тоже стали жить в таких же энергоэффективных домах, как здесь. И второе, это разработка пилотных НАМО. Вот то, что нам коллега здесь уже сказала про котельни, мы думаем, что было бы замечательно начать работать по НАМО вот именно сельских энергоэффективных, то есть сработаем с сельским значит, энергоснабжением, когда мы включаем внутрь уже значит, эти солнечные всевозможные значит, оборудования, коллектора и так далее, улучшаем освещенность и на этом самом снижаем резко воздействие на окружающую среду и выброс СО2. Спасибо большое. Спасибо.